Саудовская Аравия выступила в защиту своей подписи под обращением в ООН с поддержкой политики, проводимой Коммунистической партией Китая в Восточном Туркестане. На прошлой неделе 22 страны, большинство из которых составили западные государства, подписали письмо с требованием немедленно освободить миллионы уйгуров, содержащихся в лагерях пыток. Через день подобное письмо, но уже с поддержкой Китая, подписали Саудовская Аравия, Египет и большинство стран залива. Постоянный представитель Саудовской Аравии в ООН Абдуллах Аль-Муаллими защитил позицию своей страны и сказал, что подпись касалась только политики развития Китая. Министерство обороны Китая сообщило о планах проведения военных учений в районе Восточного моря. Точная дата учений неизвестна. Такое решение Китай принял в ответ на подписанное Соединенными Штатами Америки соглашение о продаже Тайваню вооружения на сумму $2 миллиардов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ген Шуан заявил, что США планирует разжечь внутреннюю войну в Китае. Армия стражей революции Ирана сообщила о задержании английского танкера в Ормузском заливе. Нефтяной танкер останется в заливе, пока не будет завершена проверка всех документов. Фирма, являющаяся владельцем танкера, сообщила, что в момент задержания к судну приблизились машины без опознавательных знаков и один вертолет, после чего связь с танкером прервалась. Помимо этого, имеются предположения, что Иран попытался задержать в заливе второе английское судно. Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом сенаторов-республиканцев для обсуждения вопроса Турции и зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон-Пост, ссылаясь на организаторов, сообщает, что встреча запланирована на вторник в 4 часа дня по местному времени. Также в сообщении указывается, что была получена копия пригласительного письма, начинающегося с предложения от президента Трампа для обсуждения турецкого вопроса. Участники акции протеста против закона об экстрадиции бежали в Тайвань. По сообщениям свободной прессы Гонконга, около 30 участников акции протеста против закона об экстрадиции, ворвавшиеся в здание законодательного собрания 1 июля, обратились за помощью в Тайвань. Большинство из них являются студентами и планируют получить долгосрочную визу, а некоторые хотят добиться статуса беженца. Международная исламская академия Узбекистана объявила об отмене вступительных экзаменов для иностранных студентов, желающих получить степень бакалавра. Согласно новым правилам, зарубежные студенты будут приниматься на основе собеседования. В будущем студентам предоставят право выбора языка обучения, согласно которому учащийся может получить образование как на русском, так и на узбекском языках. Обучение религиозным и светским наукам будут вести выдающиеся профессоры и опытные учителя.